Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на вас и узнаем, кто совсем скоро ворвется в вашу жизнь. Загадайте, пожалуйста, на себя и давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, колесо вышло, интересно. Какое-то идет притяжение. Притяжение и счастливый случай. Да, вот встреча по счастливому случаю. У вас эта встреча идет такого, знаете, тут вот смесь и любовный характер, и деловой характер. Интересно. Вот у вас сначала идут дела с этим человеком, важные дела, какие-то документы, бумаги, может быть, даже трудоустройство идет. А потом, смотрите, пара выходит. Пара по правой стороне очень счастливая и такая вот, знаете, очень перспективная пара. То есть у многих даже отыграться может, что вы с этим человеком союз заключите, вот именно брачный союз. Но по притяжению идет, притягивается к вам именно тот человек, который вам не только, ну вот как любовь в вашей жизни, но и человек, который вам помогает. Да? Вы вместе работаете, какие-то дела важные делаете, причем очень успешно. Притянется, очень интересный человек. Вы знаете, у вас либо имя будет на одну и ту же букву, либо вы в один и тот же день родились, либо даже по гороскопу может быть одного и того же знака. По возрасту явно мужчина старше идет, чем женщина, но что-то будет схожее. Вот вам такой знак, ориентир, да, вот, чтобы вы понимали. Встретили мужчину с таким же именем, как у вас, да, например, вы Александра, он Александр, либо вы, например, Светлана, а он какой-нибудь там Стас, да, то есть одна и та же буква. Хороший мужчина идет, хороший, очень хороший. И вот он и на лицо хорош с собой, и тело у него красивое, и душа у него, вот знаете, именно правильная. Не то, чтобы он прям такой-то идеальный, святой, нет. Правильный подход к жизни, правильная стратегия в жизни. Человек, который живет по закону, не только мирскому, но и по Божьему закону. Очень приличный человек идет в вашу жизнь. У вас, кстати, эта встреча буквально в течение 2-3 недель произойдет. Либо уже даже, знаете, как знакомые, вы сойдетесь в союз в течение 2-3 недель. У вас тут такое взаимное притяжение. Ну, понятно, колесо, оно ведь наматывает, притягивает. Вот все, что вы будете думать и чувствовать по отношению к нему, то же самое он будет думать и чувствовать по отношению к вам. Вот прям зеркалите друг друга. Очень похоже на сказку. Знаете, как в сказке. Встретился, увиделся, влюбился, женился и уже куча детишек. Вот у вас очень похоже. Хорошее событие идет, очень хорошее. Особенно кто хотел, кто ждал, кто мечтал об этом событии. Я вас поздравляю, вот оно, совсем рядом. Так, идем дальше. Здесь у вас выходит какая-то женщина. Женщина гораздо старше, чем вы. Женщина с каким-то подарком для вас. Подарок. Подарок — это нечто большое, может быть габаритное, а может быть вот очень ценное. Вот она вам этот подарок готовит, тащит, видите, тащит в вашу жизнь этот подарок. Будет вам его отдавать. Что интересно,
вот именно от этой женщины, либо в принципе, да, вы от жизни, от людей не ждете никаких ни подарков, ни помощи, а вы ее получите. Получите. Женщина, у нее мысли по отношению к вам открытые, чистые мысли. То есть дурного умысла нет, обмануть, там, не знаю, там, купить. Нет, я этого не вижу. Наоборот, я вижу открытые мысли. Не пугайтесь, что в левой стороне. Это просто неожиданность. Вы не ждете этого. Совершенно не ждете. Но именно так и произойдет. Но большой-большой подарок, очень ценный. Так, а здесь мужчина на лодке. Ну, с виду рыбак. Может быть, он связан как-то с рыбалкой. Может быть, он любит рыбалку. А может быть, этот мужчина, ну, такой, знаете, Казанова, гулящий, любит удочку свою закинуть. Женщин любит, с женщинами общаться любит. У него очень много каких-то вот связей, каких-то странных связей, запутанных связей. Очень похоже на какого-то мужчину, может быть, даже не свободного. Может быть, он и не свободен, и плюс у него там еще 3 любовницы. Тут мужчина будет пытаться к вам свою удочку закинуть. Ну, такое, знаете, соблазнить, там, уговорить на интим, как-то время с вами провести. Но вы его сразу вычислите, вы сразу поймете, что он неблагонадежный. Вы, женщина, знающая себе цену, вы не будете опускаться до уровня вот именно таких отношений, да, вот таких мужчин. Вот, придется от него, конечно, отбиваться. Тут такая противная вещь вскроется, да, чем больше вы от него отбиваетесь, тем нахрапистее он становится. То есть в нем проснется вот этот инстинкт охотника, и он прям по пятам будет за вами следовать и, ну, кого-то искушать, кого-то прям, не знаю, там, слезно умолять, вот, пожалуйста, хотя бы просто со мной сходи в кафе, мы попьем с тобой кофе, и ничего больше. Да, будут приставать к вам девочки. Ну, вскружили голову, что сделаешь? Вы, женщина, он огонь, живой огонь. Он просто не устоял перед вами. Так, еще один человек вышел с большим ухом. Большое ухо человек. Почему-то он в вашу жизнь входит, либо войдет под цифрой 9. Может быть, 9 числа, может быть, в 9 часов. Может быть, действительно у него что-то на одежде будет, какая-то цифра 9. Да? Сейчас очень много разных принтов на одежде. Вот он именно входит с цифрой 9. С левой стороны идет, очень похоже на какую-то профессиональную помощь. Именно профессиональную. Может быть, доктор, может быть, ну, там, юрист, да, там, мастер по ремонту, чего бы то ни было. Этот человек возраста, как вы, либо помладше, чем вы. Я не могу сказать прям 100%, что это мужчина, это может быть и женщина. Что мне нравится в этом человеке? Его четкость и честность. Этот человек все свои обязательства, которые он, например, возьмет, ну, на себя перед вами, либо там все свои обещания, все свои клятвы, он их не то чтобы выполнит, он их перевыполнит. Вы в своей жизни, скорее всего, с такими людьми раньше не встречались. Человек, ну вот как механизм, да, который не дает сбоев. Человек, для которого нет ничего невозможного. То есть если человек говорит, я сделаю, будьте уверены, да, вы в этом и убедитесь, да, что он сделает. Даже сделает с запасом, да, вот как перевыполняет план. Очень интересный человек. Вы откровенно будете им восхищаться, либо ей будете восхищаться. Очень много вы будете об этом человеке говорить. Говорить с кем-то из своих близких, может быть, там друзья, соседи, коллеги. Прям нахваливать будете этого человека. Но вот я вижу, что этот человек для вас что-то делает. Вижу, что у вас будет огромное желание этого человека отблагодарить. Как-то, вот знаете, не как в стандарте, там, не стоимость его услуг, а дать что-то сверху. Не делайте этого, пожалуйста, потому что этот человек может обидеться. Вот, ну такой принципиальный человек. Вот, да, он привык по жизни, либо она привыкла по жизни, вот все, за что берется, делать вот прям на все 100, а лучше и на 1000.
Вот. Может даже как-то себя странно повести, когда вы дадите, например, чаевые. Вот. Имейте в виду. И вот повезло вам, повезло встретить такого хорошего профессионала. Так, а здесь вот с левой стороны мне не нравится женщина. Женщина какая-то со злым умыслом. Она за вами, ну я не знаю, следит, наблюдает. Вот именно в моменте здесь и сейчас. Какую-то прям разведку постоянно ведет. Кто вы, что вы, чем занимаетесь, с кем общаетесь, как вы работаете, как вы что делаете. Какой-то вот умысел. Ну, либо это какая-то завистница ваша, либо какая-то вот конкурентка. Хотела бы с вами, вернее, да, с вами поконкурировать. Она может прикинуться такой, знаете, девочкой-одуванчиком, просить вашу помощь, там, вами откровенно восхищаться, рассказывать, какая вы классная, может быть, даже просить, чтобы вы ее научили что-то делать. Послушайте, в данном конкретном случае она очень сладкая. То есть она прям будет, ну, знаете, чрезмерно вот вами восхищаться. Гоните ее подальше. Вот от нее ничего хорошего не будет. Если вы ее примете, если вы с ней начнете общаться, если вы еще, не дай бог, начнете ей помогать, поверьте, все то хорошее, что вы сделали для нее, она обернет оружием против вас. Вот, не надо. Таких вот несчастных, нуждающихся девочек подальше. Подальше, и пусть сами идут там, что хотят, то и делают. Там учатся, там сами себе помогают. Вот. Вам она идет как вредитель, понимаете, вредитель. То есть риск самой вырастить себе вредителя. То есть благое желание помочь обернется, ну, негативом именно для вас. Это может быть даже и родственница. Дальняя родственница, там какая-нибудь, седьмая вода на киселе, может быть там соседка даже, там коллега новая на работе, да, например, новая девочка поступила, вот, и она к вам, ой, а вы такая классная, а научите, а подскажите, а я вами восхищаюсь, ой, а вы думаете, ой, девчоночка молодая, я ей помогу. Вы начинаете помогать, а потом понимаете, что она против вас, да еще с такими вот зубами. Ни жалости, ни сожаления, ничего нет. На ближайшее время, ну где-то месяц, девочки, месяц вам даю, вот старайтесь женщинами, особенно малознакомыми, особенно такими сладкоголосыми, держаться подальше. Вот. Это для вашего блага. Так, идем дальше. Здесь очень кто-то хочет с вами общаться, причем я так понимаю, что человек хотел бы у вас что-то купить. Купить, заказать, как с вами поработать, возможно, даже человек хотел бы. Только не знает, как правильно к вам подойти, как правильно озвучить свою просьбу. Может быть, это кто-то по соседству, может быть, это, знаете, как по рекомендации. Неплохо. Вот если вместе поработать, да, либо взять заказ у этого человека, неплохо, очень даже неплохо. Может быть, вы печете торты, вас посоветовали, человек придет, сделает заказ, получит заказ, порадуется, вас дальше посоветуют. То есть от этого человека благо идет, от заказа, либо от работы совместной. Для вас идет благо. Так, у кого есть бывший муж? Признавайтесь, мои хорошие, бывший муж у кого-то есть. Видите, чайничек маленький вышел. Чайничек, который не кипит. То есть эти отношения уже остыли. Здесь ваш бывший муж, скорее всего, под каким-то надуманным предлогом, какую-то, может быть, проблему придумает. Да? Придумает проблему, будет возвращаться к вам, предлагать себя в качестве помощника, да, либо так и говорить, что надо объединяться, надо что-то вместе делать. Мы же не друг для друга, да, мы же для семьи, там, для детей, для наших, там, для их будущего. Ну, какую-то ересь придумал. У него, кстати, есть помощник. Помощник кто-то из ваших. Либо ваша подруга, либо даже ваши родственники. Вот кто-то будет помогать ему. Ну, я вижу, что вы его не хотите. Не хотите, и я думаю, вы быстро раскусите эти его тайные замыслы, намерения.
и от него избавитесь. Но он прям такой, знаете, настойчивый, будет там несколько раз, там еще даже может запугивать и говорит: ты что, зачем ты там отказываешься, ведь я хочу, я там то, я там все. Да. Хочется, знаете, как-то по-легкому назад вернуться в вашу жизнь, чтобы и прощения там не просить за свои прегрешения, и, ну, скажем так, не признавать свою вину, в легкую вернуться. Ну, типа, я ей там дело какое-нибудь сделаю, помогу, она подобреет, и я смогу к ней вернуться. Да, какой-то заговор даже происходит у вас за спиной. С кем-то он заговорился, чтобы вас тоже, знаете, с другой стороны убедили, что вы должны ему там довериться в очередной раз, принять от него помощь. Да. А лучше присмотреться, а вдруг мужчина, да, что надо, а ты мимо пропускаешь. Такое тоже может быть. Так, у кого есть дети, дети с вами на расстоянии живут. Возможно, в другом городе обучение проходит, либо уже взрослые проживают в другом городе. Вот ваши детки хотели бы, чтобы вы жили вместе с ними. Возможно, вашим деткам нужна помощь. Ну, это у кого-то отыграется нужна помощь, у кого-то отыграется, что дети нуждаются в том, чтобы вы были рядом. Там переживают за вас, хотели бы помогать, да? Там, чтобы вы в поле зрения у них присутствовали. Будет очень много разговоров, и очень хорошие предложения вы будете получать именно от детей. Так. Ну, здесь у меня кто-то явно по переписке общается, встречается. В интернете вы встречаетесь. Возможно, даже у вас не один кавалер, вот как несколько человек, вот вы ведете чаты с ними, общаетесь. Вот смотрите, один точно отпадет. Отпадет тот, кто не свободный, и тот, кто не серьезный. Вот он отпадет. А вот второй останется мужчина. Мало того, что он останется, так он еще и, скорее всего, вот как-то вашу встречу организует. Я не могу четко сказать, что он к вам приедет. Возможно, вы с ним так договоритесь, встретиться, например, на нейтральной территории. Вот там мужчина очень серьезные взгляды на вас, очень серьезные планы, намерения, очень порядочные у него. Поэтому, если будет предлагать девчоночки, почему нет? Особенно если нравится, поезжайте, посмотрите, либо к себе позовите, если он там изъявит желание приехать. Просто пока присмотритесь. Никто же не заставляет вас сразу выходить замуж, делить постель. Присмотритесь, может быть, еще и понравится, может быть, скажете: о, то, что надо. Оставляю, будет мой. Так, еще один очень интересный момент. Момент звездочки. У вас вот идет звездочка, и какой-то человек ее в руках держит. Что интересно, этот человек вам не знаком, а вот звездочка — это ваше желание, либо ваша мечта. Почему-то мне кажется, что это связано с работой. Вот именно работа, предложение по работе. Может быть, даже это и не работа сейчас, может быть, это ваше увлечение. Что-то вам нравится, что-то вы изучаете, в чем-то вы себя пробуете. Вот. Появится такой человек, кто будет готов вам помочь, либо вас обучить, либо дать вам толковый совет. Человек, как, знаете, как звезда, вот комета пролетает по небу, то есть на какой-то очень короткий срок залетит в вашу жизнь. Но от этого человека идет невероятная польза и выгода. То есть на протяжении очень короткого времени этот человек даст вам феноменальную подсказку, феноменальные знания. Это то, что вас действительно приблизит к вашей звездочке. Это произойдет немножко попозже. И знаете, еще такой момент скажу, вы этого человека найдете сами. Вот вы будете искать, может быть, какие-то подсказочки, какую-то информацию. И вот случайно набредете на этого человека. Вы к нему обратитесь, либо к ней. Она возьмет, да и поможет, либо он поможет. Вы аж обалдеете. Очень хорошие, качественные знания, либо подсказки идут от этого человека. И вот она, звезда, прям падает к вам в руки. То есть ваша мечта, ваше желание обязательно исполнится. Так, мои хорошие, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.